Хасан Зангиев мечтал попасть в воздушно-десантные войска, но так получилось, что служить отправляется в сухопутные. Прыжки с парашютом теперь отменяются, смеется призывник из Нестеровской. Достоин чықпақ газ. Вежери что гаргал дающий кунгеже болх бус адал болх розгварди сеанс амон лубезен бус даляндали. Цвеча подготовка хами что не может дежа что хамлёду аскерик. Армия меняет взгляд на жизнь, формирует чувство ответственности, уверен Магомед Добриев. Он тоже сегодня отправляется в составе группы призывников. Молодой человек намерен в дальнейшем связать свою жизнь с военным делом, остаться на контракт, получить воинское звание, а дальше как пойдет. Призывники в полной боевой готовности. Готова и сумка со всем необходимым в дороге. Пышные проводы были вчера, сегодня практически нет провожающих. Призывников поздравили и снарядили напутственными словами. Напомнили и о важности соблюдения ингушского этикета на местах несения службы. Санца тому беги яхтыжи иштахам воллы цигидиес анхехтун молла мехти дауга уил салга саг достоин чоквалвес анхехтун биодуач. Два призывника едут служить в Санкт-Петербург, другие 9 в Ленинградскую область, где будут нести службу в воинской части 13821 в сухопутных войсках в подразделении связи. Представители части успели познакомиться лично с каждым из ребят. У нас богатое историческое наследие нашей части. Часть уже более 100 лет, вот поэтому ваши земляки будут продолжать традиции наших дедов, прадедов и служить на благо Родине, организовывать связь и взаимодействовать для того, чтобы наша Родина поднималась еще выше, чтобы никакой супостат ее не захватил и, соответственно, чтобы мы были могущественными, сильными, как вся наша страна. Достойные поступки призывников, они будут отмечены в служебных карточках, будет объявлена благодарность, и также самым лучшим представителям отправлены будут благодарственные письма на Родину с изображением, соответственно, символа части, со знаменем. Вот. И как-то, я считаю, что надо, наоборот, служить и показать свои славные традиции, чтобы все было здорово у людей. Дмитрий Киндинов за время пребывания в Ингушетии успел ознакомиться с местными красотами и культурными особенностями региона. Поделился он своим и мнением личного состава части о проживающих здесь горцах. На самом деле, если выделить можно, то про ингушей часть наиболее говорит, что самые достойные люди – это ингуши. И что никаких незамечаний не бывает, что служат достойно. И что именно по ингушам оценивают военнослужащих, что именно про силу духа, твердость характера и про все волевые качества. Вторая отправка новобранцев в рамках осеннего призыва проходит максимально безопасно. Маски и обработка рук дезраствором, чтобы снизить риск заражения до минимума. Адам Мережков, Акрамат Дасхоев. Новости 24.